Людочки, всем привет! У нас сейчас будет видео детских вещей, которые нет папы, мамы, Василек. Мы показываем тех, которые нет мамы, папы. Нужно же им помочь. У них же вообще никто не покупает игрушки. Вдруг вообще никого не будет у деток. Вдруг они просто будут одни. Им же надо помогать. Да, и что мы сегодня им поможем, что мы им покажем сегодня? Мы им сейчас покажем эти вещи деткам маленьким, которые нету даже папы и мама. Да. Но мне жалко этих детей. Они же еще маленькие. У меня ж мама есть, а у них нет. Или папы, может, нет у них. А маме же одной трудно зарабатывать. Если деток много, нам же и папа помогает. А если бы у нас папы не было, нам бы тяжело было. Да, нам очень было тяжело, потому что детки шумят, а мама же одна справиться же не может. Вы же можете справиться, когда у вас будет прям вот так 1000 детей? Как вы с нее справитесь, если нет даже пап, а вдруг мам нет? Как вы будете с этими делать с этими детьми? Детьми. Да, детьми. С детками. Все-таки сможешь идти. Да, спасибо. Все-таки сможешь идти. Ну, друзья, я сегодня прям какая-то вообще не спали всю ночь, друзья. Вообще не спали всю ночь. Собирали посылки. Вообще бледная. Мышки под глазами у меня. Вообще. Стой, Софиш. Мы не спали этой ночью, друзья. Честное слово. Мы собирали эти посылки и не спали совершенно. Я говорю, у меня совершенно никакого вида нету. Бледная какая. Но нужно было отправить, девочки. Сегодня у нас пятница. Вот, посылки сегодня сейчас все уедут. Вот, поэтому чеки ожидайте. Это будет либо вторник, среда, крайний случай четверг. Те, кто ждут посылки через деловые линии, либо DPD, это тоже будет где-то среда-четверг. Потому что мы отложили тот товар, который, бьющийся товар, да, и мы будем отправлять через деловые линии и так далее. Девочки, ну и для начала хотела показать вам, я сказала, что я купила на эту комнату обои. Я знаю, что вы ждете, что вы захотите их увидеть. Я вам сейчас покажу. Но я не знаю, что-то освещение мне сегодня не очень, если честно, но постараемся. Постараюсь показать. Девочки, обои идут серебро. Так вот у меня люстра, да, и вообще белый с голубым подходит. Это не золото, а это серебро идет. Это шикарнейшее, они переливаются очень красиво. Вот золото я уже не хотела, блестящее, золото не хочу. Вот у меня и двери здесь серебром. Белые двери не золотом, у меня серебром. И вот обои точно под них. Я считаю, что это будет просто какой-то шикардос. Вот это мне нравится. Это богатейший вид. Он очень подходит, этот цвет, под белый ламинат, под голубую мебель, под шторы, тюль, да. Это все очень-очень подходит. Просто шикардос, девочки. Обои просто шикардос. И очень-очень недешевые. Очень недешевые. Дальше идем. Их я купила сюда 5 рулонов. Но им радуется моя душа, скажем так, да? Так, идем. Идем с нашим обзором. Сейчас чуть-чуть, извиняйте. Вот. Сейчас покажем вам. Ну, девочки, бледная. Я вообще бледная. Ничего, приведем себя в порядок. Самое главное, начинаем с обзора. Софиш, что вот здесь, девочки, вещи абсолютно разные. То есть я этот обзор делаю, вы пишете. Конечно, весь мир обогреть я не могу. Это у нас не первый обзор. У нас еще будет обзор. А также, помимо этого, помимо совершенно новых вещей, будут отправляться Софишкины там куртки, которые маленькие стали, там лосины, колготки, я не знаю, все это, иншаллах,
Висханинтир, дала, мула от имени Висхана. Мама, а это маленький или большой? Маленькие, да. Мы будем отправлять деткам, нуждающимся, у которых там нет папы или мамы, которым, ну, скажем так, очень тяжело в этой жизни. Вот на 2-3 годика вот такой. Софиш, я буду вещи доставать, а ты аккуратно слаживай, да? Ну, только а ты сразу в пакетик ложи, хорошо? Вот я покажу, ложи пакетик туда. Я покажу, а ты сразу будешь слаживать, хорошо? Да, сейчас я приду. Угу. Смотрите, вот такой вот красивый свитерок. Это на 2-3 года, желтенький. Кстати, Софичке вот этот раз я тоже заказала, но уже на ее возраст. На 8 лет я заказала. Пусть будет побольше. Хорошие свитерочки, девочки, очень. Василек, очень хорошее качество, очень. Я оставлю ссылочки все в описании. Действительно, товар очень хороший. Софичка носит вещи. Мы очень довольны. Но это так, на девочку, 2-3 года. Хорошо, дальше идем. Дальше идем, девчоночки мои хорошие. Чтоб как-то, знаете, чтоб как-то по очереди. 1-2 года. Такая же кофточка. Давайте я ее не буду открывать. Та у нас на 2-3 года, а это на 1-2 года, только розовая. Да? Только розовая. Вообще-то почему бы не открыть? Ну, потом на место, просто люди должны видеть, может, своим деткам размеры. Они все новенькие вещи. Это 2-3 года кофточка. Гарделдио, охнохчича, мелла, нуждающий, бештаца, да, на дождь. Сагул. Вот. Делдио, сарен, лорел, шош, романш. Это где-то на 14 тысяч всего вещи. Так, дальше. Это не то. Пока это не то. Просто хотела показать, что такое более-менее одинаковое, да? Сложу пакетики. Это, девочки, безрукавочка. Это на 2 года. На 2 года. Вот такая вот безрукавка. Она растягивается хорошо, теплая. На 2 годика, вот, 92 сантиметра. Жилетка для девочек. Очень хорошая, тепленькая. Вот, на 2 годика. Да. Это вот тоже такая же точно, только розовая. Это тоже на 2 года розовенькая для девочки. Вот тоже. Это мы милостыми делаем. Это вот на годик. Обратите внимание. Это на годик, девочки. И все внимание туда. Посмотрите, какая она красивая. Вот, вот такая пятнистая. Как девочка работает. Видите хорошо, какая умничка. Как она слаживает красиво. Посмотрите. Это же мамина помощница. И туда в уголочек красиво слаживаю. Вон туда в уголочек. Да, в уголок. Да, умничка мамина. Девочки, это на годик. Вот такая маленькая, на годик. Это 86 сантиметров. Куда там на годик жилетку, да? Скажите, ну куда? Ой, масенькие мои хорошие. Пускай носят детки, которые нуждаются. Пускай. Которого нет, мам. Да. Мне больше такое есть? Такое? Я тебе заказала тоже. Я для тебя заказала. В следующий раз. Только твой размер. Большой размер. Такой же. Да. И такой вот. Котик. Да все уже хватит. Так, что я тебе убирала? Я же еще не показала. Так вот. Хорошо. Так, девочки. Ну, давайте, наверное, с кофточек начнем. А то потом это самое. Вот 68 сантиметров кофта для детей. Желтенькая. Она как жатка, знаете, очень хороший материал, очень, она разных цветов. Я бы очень хотела Софишке такую кофточку, но таких размеров больших нету, девочки. Очень хорошая кофточка, прям с кошечкой такая оранжевая. Это у нас кофточка идет на кофта для мальчиков. 68 сантиметров, горчичный цвет, девочки. Ну, думаю, для девочек тоже можно, почему нет? Да, потом следующую эту кофточку соберем. Где у нас пакетик, что не все хватает, да? Да. Можно я их пошлажу и по... Можно в один пакетик 2 положить. Ладно? Ладно, Я сейчас давай. покажу еще одну кофточку. Ты ее положишь тоже сюда. Вот такая вот голубенькая кофточка. Кофточка голубенькая. Она для мальчиков 68 сантиметров. Вот. 68 сантиметров. Ну, это все такие что детки. за разлитое? 4-5 месяцев. Ну, не знаю. Вот голубенькая тоже. Софишка, это туда ложи.
И слаживай пакетики, хорошо? А ты мне пакетик дай. Я смотрела, не поместится. Вон тот пакетик слаживай. Какой пакетик? Вон, Тёся, видишь? Такую ложь немного. Ничего, хватит. Это 80 сантиметров. Это у нас что? Для детей оранжевый. Ну, не написано мальчик, девочка, но думаю, для девочки. Тоже очень хорошая вещь. Водолазочка. Кис, это для девочек. Да. Вот воротничок здесь такой. Ну, очень хорошая вещь. Дальше идем. Точно такое же качество, но другой цвет. 70, серый. 74 сантиметра. Вот. Да, вот такие под цвет ложи. Ага. Это для девочки 74 сантиметра. Ну, это вообще такая маленькая, знаете. Но она, конечно, тянется. Это вот на 5 месяцев, на 6 пойдет, знаете. Ну, такие для маленьких деток. Еще надо? Ой, спасибо, пакетик. Так. Пока мы идем маленькие вещи смотрим, да? Да, все маленькие, а потом уже мои будут. Так, это у нас что? Это у нас размер 56-104. Вот. 56-104. Ну, тем временем все происходит. И сейчас это по-моему, как пижамка. Сейчас я покажу. Вы же видите, да, как все происходит аккуратно, слаживается все идеально. Мамина помой. Машалла, багма халил гумезинде. Дикю одень мне елок, я же ногчева. Мне поток одень, я же чеченка, говорит. Посмотрите. Багма, машалла. Как мне нравится, когда детки. Недавно подружкина дочка приходила в гости. Кстати, я вам этого не показала, потому что мы с Анжелой ездили, покупали ламинат. Ой, плитку. А Седина дочка приезжала. То мы у них были, а потом она сюда приезжала. Они тут играли. И, ну, бабушка у нас свекровь очень замечает, там, если вымазывают, если грязно бывает. Она говорит мне, киса, какая девочка хорошая. Играли с Софишкой там, Анжелой косметикой, красились там, танцевали. После себя все идеально послаживали. Дивандейки на диване. Все было чисто, хорошая девочка. Ну, в общем, бабушка у нас была очень довольна. Это дорогого стоит, кстати. Вот. Так, девочки, это, называю, рост 56-104, девочки. Название бантики. Вот такая кофточка с котиком. И вот такие штанишки. Ну, это, знаете, можно как пижамка. Пижамка это идет. А можно и как костюмчик носить. Здесь не написано ни пижама, ни костюм. Это, наверное, пижама, я точно знаю. Да, ну, тебе виднее. Так, идем дальше. Дальше тоже вот. Но это уже на 105 зебра. Вот, на 105 зебра. Какие хорошие вещи, друзья. Вот так, кому если заказывать деткам, очень выгодно. Недорогие вещи, я потом цены обязательно скажу. Вот такая вот кофточка зебра. И вот такие розовые штанишки. То это такое, знаете, лет на 5 свободно. Даже на Софишку может быть, только будут короткие. Такая, знаете, лет на 5 свободно можно костюмчик дома ходить деткам сейчас. Кто хочет, может сделать пижамку. Как хотите. Смотрите, я пакетики ложу, вот сюда сложу, что хорошо, пакетики. Вот. Дальше, это просто маечка 30-22. Нет, это не надо туда ложить, Софиш. А куда? Туда надо, это, чтобы мы знали размеры. Мы же можем забыть размеры. Это вот маечка, девочки, детская, 30 сантиметров. Вот она, 30-122. Ну, это такая на Софишку даже пойдет сейчас. Вот, маечка. Напишите мне, девчонки, пишите, пожалуйста. Я постараюсь, знаете, потому что я знаю, не один, много напишут, чтобы не то, что было, чтобы все одному. Я постараюсь так и новое положить, да, и что-то из того, что Софичка носила, но оно, как говорится, ну, в хорошем состоянии, да, скажем так. Вот это вот тоже, это, по-моему, от него штанички должны быть, 125. Тигренок. А написано, как будто штанишки есть, Софиш. Ты уверена, что нету штанишек? А это не для нее штанишки? Нет, это не для нее. Ну, не что, похоже, Нет. как
серая. А нет, это вот зебра. Вот, да. Не зебра, а тигренок. Это вот с ним, да. Ну-ка, давайте посмотрим на размер на всякий. 116, а здесь 118. 116, да. Это вот костюмчик. Вот такие вот штанишки. Этот тигренок. Ну, вот так вот это смотрится. Вот. Это тоже костюмчик. Это 60-116. Ну, тоже, знаете, на 5 лет. На 5, на 6 есть детки мелкие. У нас Софишка крупная. Я вообще заказываю ей порой на 8 пижамки, чтобы посвободнее было, знаете. На 8 ты не заказываешь? Ну, иногда, не всегда, иногда. Так, это у нас на сколько лет? Это у нас на 5 лет, 110 сантиметров. Такая маечка с зайчиком фиолетовая. Ой, мне такая подойдет точно. Ну, это мы деткам пока даем. А мы же тебе заказали. Угу. А деткам, которых мам нет, мы сейчас им, хорошо? Угу. Ну, все. Я же не жадная. Ты не жадная. Нельзя быть жадной. Ты что? Аллах тебя, знаешь, как за это благодарит? Скажет, молодец, Софишка, молодец. Вот так. Это тоже на 5 лет. Вот такая вот. Кошечки 3. Тоже футболочка. Вот. На 5 лет. Дальше вот такая вот. Просто чисто такая, знаете, большая. 34, 134. Просто фиолетовая такая футболочка. Однотонная. Вот. Тоже. Мама, Дальше. можешь еще одну мне, чтобы эту тоже положить? А вон же пакетики еще есть. На, Мгм. на другую куда я положу? А вон пакет еще есть. И вон пакет есть. Вот такая вот оранжевая. О, котик наушники слушает, как ты. Да, У ну? меня тоже есть наушники. Мгм. Вот такая вот котик. Дальше, девчонки, вот такая вот. Девчонки и мальчишки на 6 лет. Тоже котики. Вот. Вот. Дальше вот такая вот футболка, котик. Это 128. Это такая. На 7 лет. На Софишку подойдет розовенькая кофточка. Ну, это мне. Так, а детки? А, точно, я думала, это мне это купила. Мгм. Вот такая кошечка тоже. Ну вот эту мы одну оставим Софишке, пускай. Она котиков любит. Это я ей, по-моему, даже заказывала одну. С кошечкой, я помню точно. Вот. Пускай одна И останется. сколько ты мне тут повыбирала? Мгм. И еще вот такая вот. Это на 4 годика. Вот такая вот на 4 годика. Вот. Дальше, девчонки. Идут вот такие, вот этих футболок много. Я, кстати, заказала футболки. Почему? Несколько штук, да, там и костюмчики есть, и водолазки отдельно, кофты. И еще отдельно вот такие штанишки хорошие. Даже Хочу такие стойные. хочешь? Хочу. Ну, может, одни оставим тебе. А Софишка еще ни разу таких не было, и ей хочется. Оно не разноцветное там есть. В Васильке, на самом деле, огромный выбор, девочки. Я всем советую зайти туда, посмотреть. Ой, какая я бледная, девочки. Я реально 2 ночи уже вообще не сплю. Вот клянусь вам, вообще не сплю. Ну, если не учитывать там час-полтора каких-то. Правда. Вот такие фиолетовые они. Этот самый. Вот, например, можно вот так вот, да. Я заказывала специально с таким расчетом, что потом можно будет совместить, да, например. Вот так вот. И штанишки. Вот. С расчетом, да, я вот заказывала. Вот. Очень-очень красивые. Вот. Дальше идем. У нас таких 3 штанников всего. Ну, из этой расцветки. Это у нас идет на сколько? Это мне подходят такие штаны. Угу. Положи пока, Софиша. Пока слаживай вещи. Угу. Мы еще можем, это мы пока деткам заказали, тебе закажем. Ну, это где-то на 3 годика, 98 сантиметров. Вот такие серенькие. А есть кофточка подходящая. Кофточка. А ну-ка, дай-ка. Да. Посмотреть. Можно вот так вот. Хорошие такие вещи, девочки. У них качество очень хорошее. Мама, Пошиты очень хорошо. И недорогие. Недорогие вещи. Они, Василек, они есть в Телеграм, девочки. Я ссылку все оставлю. То есть у них в Телеграм даже наоборот приходят первые новиночки. Вы можете зайти. Ну, правда, очень хорошие вещи. Очень просто.
Я говорю, Софичка, ты ж носишь вещи с Василька? Да, Тебе же нравится, скажи? да. Вот. Видите? А, у нас даже 4 таких штанишек, я забыла. Еще розовые у нас есть. Двое мы уже показали. Да, фиолетовые мы показали. Вот, мы показали фиолетовые. Вот, я специально разноцветные. Вот мы показали серенькие. Вот мы показываем розовенькие. Это на 2 годика, 92 сантиметра. Тоже футболочку можно подобрать. Это розовенькие. А в следующей посылке еще закажу носочки, чтобы были. Потому что в этот раз что-то носки не было. И колготки не было. И вот такие еще черненькие. Они темно-синие. Темно-синие. Вот. Это у нас на 5 лет. Рост 110. Но я это другим отправлю. Это, да. Это на 110, на 5 лет. Тоже хорошенькие такие. Со стразиками. Очень красивые штанишки. Детки любят такие вещи. Я знаю. Пусть носят на здоровье. Дейлдя. Висханен, тер, сабеш, тера. Индатер, постоянно дороги из Адели, Дёги, Саган, я чувствую уманч. Все, кто получит их, кому они будут отправлены, девочки, пожалуйста, ради Аллаха, напишите потом в комментариях, что мы получили, чтоб люди видели, чтоб я была спокойна, что вы все свое получили, как говорится. А ты и так спокойно. Да? Ну, это хорошо, уже и так спокойно. Это на 2 годика, 92% хлопок. Вот. Такие вот Софички тоже были, да, Софич? Какого цвета у тебя были такие? А у меня такие были желтые. Розовые, по-моему, Да, розовые у меня были такие. да, вот такие. И желтые были у меня такие. Тоже штанишки. В общем, штанишек и футболочек много. И вот такие вот Софички точно есть, только на ее размер я заказывала. Но это у нас, вы сразу, когда кто будет писать, пишите, что киса столько-то ребенку. Это вот на 3 годика. Потому что у меня не только эти вещи, у меня хорошие вещи, которые остались после Софии. Я вот сейчас Анжела их там перебирает. Есть и курточки, есть штанишки, платьечко. Поэтому мы будем вот разделим там, ну, сколько сможем, да, чтобы людям и новое было, и из того, чтобы всем все одинаково. Понятно? Так, это 30 сантиметров, это майка детская. Эту маечку, я помню, я заказывала Софии. Почему? Потому что в садик одевать под что-то. Под пижамку просили, да. Вот такая маечка беленькая. Она тянется на резинке, хорошая очень. Это детский мальчик, она Кулирка с лайкрой называется качество. Отправь маленьких детей, которые ходят в садик. Они будут на праздник надевать такие белые. Отправить, да? Да. Хорошо. Они ж будут на празднике белые майки одевать. Софишка сказала, что я отправила, ей еще закажут. Понятно? Все, Софишка, как скажешь. Вот. Ну и вот на 5 лет и на 4 года вот такие вот платьичка-тунички. Одна на 4, другая на 5. Сейчас я достану, покажу сейчас, чтобы было понятно. У Софишки такая тоже была, были, Софиш? Да, у меня только розовая была. Вот такая. Да, да. Вот такая вот идет на 5 лет, да, девочки. Как платьичко. Вот в садик хорошо ходить, тепленькая. Она вот здесь тоже теплая, хорошая. Вот, это вот на 5 лет, девочки. Ну, если дети мелкие, то на 6 пойдет. Вот это вот на 4 годика. Мне нравятся такие штанишки. Да, мы закажем тебе. Ну, они немножко Вот у маленькие. Софички точно такая. Вот только у нее побольше размер. Вот такая вот платье. Туничка, платьичка. Вот. А туничка это что такое? Угу. Туничка это типа платьичка. Друзья, ну на этом я буду заканчивать свой ролик, потому что мне нужно еще идти там собирать посылки. Вот. Послаживать все это нужно. Значит, номер телефона я свой оставлю. Пожалуйста, ради Аллаха, давайте напишем те, кто действительно нуждается. И это все я буду как бы, ну, не по почте отправлять, да, это вот здесь по месту, чтобы я могла там на газели передать, там что-то куда-то вот деткам. Потому что у нас очень много таких семей, которые папа погибли на войне, которые детки родились и живут вообще своих отцов никогда не видели. У нас прошло 2 войны, вы знаете.
у нас насколько люди живут хорошо, но есть люди, которые нуждающие, потому что у них война забрала папу или маму. А есть много, что обеих забрали и воспитывают. Мам, а это кофточка от той? Зебра. Где зебра? Зебра, что смотри? Ладно, сейчас найду зебру. Это кошечка. Потом разберемся. Ну, может, зебра. Найдем, Софиш. Вот, то поэтому у нас много таких деток, у которых даже нету и папы, и мамы, или либо папа сильно больной, а маме тяжело с детками, потому что много есть пап, которых на войне ранило, очень много. Закрой двери. Которые папа в колясках сидят, есть, которые папы не могут ходить, не могут зарабатывать. Все-таки у нас прошло 2 войны, и мне хочется помочь таким людям, чтобы действительно, вот таким людям считается действительно вот эта милостыня, да, вот. Хочется таким деткам сделать добро и людям. Вот, я еще раз говорю, есть те вещи, которые Софишка уже носила их, но они хорошие, да, они нигде не порватые, там, ну, единственное, что каждый у себя дома простернет их, а так, ой, я очень бледная, очень, друзья. А так, короче говоря, да. Анжелик, ты отбираешь вещи Софишкины маленькие? Курточки, все вот это тоже. Занеси пакет, который ты положила на кровать, черный, туда ложи, и я, когда буду сортировать, я буду сразу, допустим, женщина пишет, киса, мне там на 7 лет, на 5, я буду ложить, я так сказала, чтобы, не то, что, знаешь, Анжел, чтобы всем досталось новое, кому-то, по чуть-чуть, знаешь, разные пакеты, из старого ее, из нового, чтобы людям всем было одинаково, хорошо? Да, там фиолетовые куртки эти ее, которые уже маленькие, Анжел, это все, да, мы отдаем, хорошие куртки, Дели, Диосаган, Висхан, Тер, Анжел, Тер, Софишка, Тер, Саган, что дал мула. Все, ссылочки все на Василек я оставлю в описании. Я еще раз повторяю, они есть в Телеграм, они есть в Одноклассниках, они есть в Яндекс.Дзен. У них есть свой собственный интернет-магазин, в который вы можете зайти и все выбирать. Девочки, доставка тоже недорогая. Доставку вам предлагают любую, там, хотите Дзен, хотите Почта России, там разные есть. Не Дзен, а это там... Нет, не DPD. Дзек, да. Вот. Ну, в общем, деловые линии, это все там, можно договориться с ними. Самое главное, что вещи хорошего качества, да, Софишка носит, мы пользуемся, мы очень довольны, поэтому Василек вообще, спасибо большое, Василек, вы дарите людям радость. Смело можно заказывать. У них там и постели, и подушки, и пледы. Сейчас новогодняя тематика, различные скатерти, сидушки, ну, в общем, на стуле. Все. Софиш, подойди-ка, мы попрощаемся с людичками. Людички, всем пока. Скажи, мы все вещи отправим деткам. Я сейчас все послажу и красиво. Мы всем деткам сейчас отправим вещи. Сейчас мы это послажим и отправим на почту. Попроси людичек, чтобы они под видео поставили все лайк. И скажи, чтобы они это видео отправили всем своим родственникам, чтобы люди увидели и чтобы... И, может, увидят, кто еще есть нуждающие, чтобы мы в следующий раз, когда заказали, чтобы мы им дали, чтобы они видео отправили родственникам своим, скажи. Людички, отправляйте это видео своими родственниками, чтобы они увидели, вдруг у них у кого-то нет мамы. Вот, все. И это смотрит, наверное, папа. И он думает, что он... Он не думает, он просто... Он не думает, оказывается, ничего. Что он там может думать? Вот именно. Он ничего не... Мы за папу подумаем. Пускай они просмотрят это все, а мы там уже решим. Все, всем пока. Друзья, всем доброго времени суток. Я занимаюсь посылками, записываю адреса. Вот. Анжеланы уже собрали, теперь мои собираем. Я не знаю, когда это видео выйдет. Мы записываем его в пятницу. Сегодня пятница у нас. Я точно не знаю, когда оно выйдет, но... Софишка у нас что делает? Мам, я рисую. Мам, скажи... Подожди, что ты рисуешь? Мы с Софишкой, да. Она сидит со мной рядом, рисует, вот. То есть пишет цифры. Мы с ней вот работаем. Я ей оценки ставлю. Вот здесь мне нравится, как она поработала. Я ставлю ей 5. А здесь мне чуть-чуть не нравится. Вот тут неровно вышло. Я поставила 4. Ну, я как сказала, Софиш? Как вот? 4 какая-то оценка? Ну, не такая
хорошая, плохая. Да, средняя. Самая лучшая оценка у нас какая? 5. 5. А когда вообще хорошо, тогда как? То вообще получается 5. 5 с плюсом. Да, 5 плюс. То вообще получается 5, да? Анжелика у нас там генеральная уборка, а мы за него. Я пишу заполняю чеки. Товар у меня весь на складе, я потом иду с чеками в товар и сразу все откладываем. Мама, что у нас такое за праздник, когда приходят все люди? У нас скоро будет такой день, когда Висханчик приедет домой уже с армии. Он еще не приехал, да? Да, он же не приехал еще. Вот, то навсегда, он же приезжал все это время, а то он навсегда приедет теперь, он дома теперь будет всегда же. Так-то он приезжал, конечно. То людечки будут приходить, все наши родственники, они же захотят поздравить, что Висхан пришел, мы вкусное покушать приготовим, вот, и они будут даже у нас по закону такому, Софичка, ты маленькая, у нас даже денежки дают. Мама, можно мне будут давать денежки? Как? Ты что, с армии пришла? Не, мама, ну просто. Ну ты что, сдурела? А никуда буду денежки ложить? Висханчика будет давать, там, может, 1000, там, 500 рублей. А зачем Кто Висану? на что гораст, а? А зачем Висану? Ну, у нас дают, у нас, когда другой родственник наш пришел, и мама тоже 2000 дала. Ну, кто сколько может, просто так. Не обязательно давать, но люди просто иногда дают, знаешь, вот так вот. Ну, что парень, мама. Не может вот так. Они на мне дают, а я Висану даю. Так нельзя, не проще ли сразу Висхану отдавать? Так можно что Висану давать? Ну, зачем там участвовать тебе, не пойму. В чем Не понял, не пойму. Объясни, пожалуйста. А что, нельзя, чтобы мне давали? Так не ты ж с армии пришла. Я знаю, что это не я. Ну. Что, ну, Караганду? Что, ну, Караганду? Угу. Так что решили? Придется Висану продавать деньги, а я хотела, чтобы мне выдавали. Кто вы? Я не буду, это людишки будут давать. Ну, так не надо делать, Софиш. Ну, зачем? А ты Людочкам рассказала, что папа тебе купил сережки? А вы знаете, людички, что мне папа купил новые сережки? Не, ну это только не эти. Эти с бриллиантом, которые бабушка подарила с Хадижей на 6 лет. А папа подарил другие. Такие большие, как у Анжели, знаете? Но у меня только были серебряные. Да, на Новый год, да? А ты ему что сказала? Когда он прислал фотографии, ты что сказала ему? Я сказала, Бигхан, а ты кому купил сережки? Там даже коробки нет, там даже цены. Ты что, кого-то украл? Знаете, он положил на ладошку и отправил фото. Если удастся, я прикреплю этот момент. Вот, я ее снимала. Мы же не ожидали, что он это скажет. Он просто так вот на руку положил и выслал, чтобы вот показать, да? Нам он выслал, чтобы мы ей не говорили. Он хотел, чтобы это был сюрприз. А она говорит, ты что это? Как ты сказала, София? Еще раз скажи, я забыла. Только громко. Как ты сказала? Папа, за кому ты сережки купил? Тут даже коробки нет. Угу. И ценника нет. Ты что, украл? Представьте, друзья, ну как можно сказать, что этот ребенок тупой, а? Она просто зашла в нашу семейную группу, у нас семья группа есть, где только мы с супругом и дети. Она зашла туда, увидела сережки, а он просто на руку положил, она говорит, пап, ты что это за сережки? Ты что, там ни коробки нету, ни ценника, ты что, украл? Ой. Может, он без коробки купил? Нет, он коробки купил, Софиш. Он просто, чтобы показать, вот так положил на ладошку, чтобы мы... А он не может открыть коробку и просто показать? Совершенно верно. Он просто, наверное, скорее всего, не додумался поступить правильно. Если бы ты была рядом, ты же бы сказала бы, как правильно делать. А так...
Всех надо учить. То танцам надо учить всех, то я не знаю У что. нас в садике уже 1000 танцев. Уже подготовка будет к Новому году скоро. Мы уже День мамы уже прошли, а потом уже... День осени, День мамы, День воспитателя. У нас за последнее время было 3 праздника. Ой, извиняюсь. А сейчас будет уже Новый год, а когда Новый год закончится, будет праздник лета. Нет, когда Новый год закончится, будет праздник мужчин 23 февраля, защитников Отечества. А потом будет 8 марта. 1 февраля нужно танцевать. Но только у нас в республике этот праздник не празднуется, Софиш. В Чечне этот праздник мы не отмечаем, потому что 23 февраля у нас день траура. То есть вся республика скорбит. Когда-то, много лет назад, Нохчи, Нохчи, иш выслать бина их. Их выгнали с этой республики, с нашей, далеко. Кто выгнал? Ну, там дядя был. А, нет, кого выгнали? Всех Нохчи, всех. Вот, и они плакали, людички, они же не хотели уезжать со своего дома. Они сказали, собирайте свои вещи, детей, уезжайте отсюда. Выгнали их с Чечни. Вот, и людички плакали, не хотели уезжать. На ручках были маленькие детки. Детки умирали, мерзли. А их погрузили в вагон, как скот. Не там поезд, где можно лечь, спать, а как скот, когда корову ставят. Видела, едет машина, там лошади стоят, овцы, так, вот эти барашки, коровки стоят. Они же не могут лишь сидеть, лежать, они стоят там все. Вот так и людей всех, людичек. Убери ручку с рта. Это очень некрасиво, Софиш. Зачем ты так себя ведешь? Людички сильно плакали. Вот бабушка сегодня, сейчас бабушка. Пойдем, и бабушка расскажет. Бабушка тогда была маленькая. Она очень хорошо знает эту историю. Она мне рассказывает. Какая бабушка? Твоя. Твоя бабушка. Как зовут бабушку? А? Я имя нельзя называть. Почему? Так, Ну, сейчас назови, чтобы люди знали, о ком речь. бабушка. Ну, имя как ее? Бабушка? Я. Угу. А другую бабушку? Таня. Угу. Ну, А у меня разве еще нет бабушки? есть. И это Хазан. Угу, да. Еще. И еще другая бабушка. Когда мы ездили в Ахмат-Юрт, такая есть, где бабушка еще одна там была, которая с бабушкой Таней сидела. Это тоже твоя бабушка. Это тоже моя бабушка? Угу. Та, которая говорила, а давай ей платок. Угу. Этот. Угу. Значит, у меня уже 4 бабушек. Угу. Будет 5. Ты любишь бабушек, да? Ручку не надо брать в ротик. Зачем, София? И вот. И 23 февраля в России празднуют День защитников Отечества. А почему в России? Поздравляют мужчин. Ну, у них же не было траура в этот день, а в Чечне есть. А траур это что такое? Траур – это когда скорбят, то есть плачут в этот день, молитвы читают. Ну, они просто вспоминают, когда когда-то, 23 февраля в этом году, чеченцев отсюда выгнали из Чеченской Республики. Это день скорби. А как мы сюда пришли? А потом разрешили вернуться. Когда уже другой стал президент, тогда разрешили, депортировали. А другого президента выгнали, а другого появили? Другого поставили, и он тогда разрешил чеченцам вернуться сюда, домой, в Чечню. А я знаю, как его зовут. Как? Ахмад Кадыров. Ну, это был, Рамзан Кадыров тоже есть. да. Но это были не они, но они очень хорошие тоже. Поэтому 23 февраля у нас день скорби. А 8 марта это Международный женский день, когда все Женские, это значит девочки. все девочки, бабушки, такие как ты, как Анжела, как я. Значит, и маленьких поздравляют. Да, всех поздравляют. И всем будут дарить подарочки. Значит, мне будут дарить подарки. Угу. Конфеты, игрушки. Угу. Мам, а какой у нас? У нас вообще не будет день героев? Вообще не будет? Будет.
В смысле, ты же говоришь, что чеченских выгнали. Ну, это у нас другой день будет. День матери. Ой, день женских. У нас праздник День независимости, наверное. Папа, откуда ты такие сережки купил? Я думаю, и где их коробка, где их цена? Ты что, их украл где-то? Вот огромный шампунь. Это Турция. Вот шампунь для волос. Объем 70 мл. 700, ну почти. Ну, больше, чем пол-литра, но не литр. 700 и 480. Предыдущие, может, они что-то... Девочки, они разные здесь есть. Совершенно разные. Также есть и бальзамы. Подходят к ним же. Серия идет и бальзам. Это просто волосы вам скажут такое большое спасибо, что я не знаю. Просто, я не знаю, я за всю жизнь не пользовалась таким шампунем. Я была в салонах, я пользовалась, я в курсе. Я не спустившаяся с гор. Но, тем не менее, это шампунь, это что-то. Это просто, они разные, какие только вы. Можно чеснок там, значит, на основе чеснока мед, орех, кактус, яблоко зеленое, лимон, апельсин, яйцо. Что это? Баунти. Баунти с чем? С кокосом? Баунти. Я смотрю, вспоминаю баунти. Василек. В общем, девочки, это что-то. Это тоже будет в продаже. Это шикарные наборы. Мы сейчас... Анжела, я мыло купила. Будешь цаби, итальянские. На продажу тоже буду брать. Ну, здесь 3 мыла. Так, Анжела, что ты еще хотела? Я хочу, чтобы такой Погромче. диффузор вишневый. Так пахнет. А это не с той серии, что у тебя духи были, Анжела? Что ты, Анжела, тут хотела? Диффузор. А это не клубника? Это вишня. А, видишь? Вот, я взяла себе. Анжела, как у нас вот были духи? Ты такие не взяла? Какие-то мы смотрели духи. О, а вот. Макара? Или Том Форд. Вот этот как интересный запах. Как у меня, мои любимые духи, да? Твои духи, да. Кстати, ты еще бабушке хотелось. Да, я смотрю бабушки. Тоже классные. Том Форд. Потом, это что, Анжела, красное? Где? А вот. Это? Да. Макара. А, бакарат, да. Я забыла просто название. Я, кстати, купила. А, это ты на продажу, да, берешь? Да. Не, мне заказано. Это внизу не роза белая? Что Где? нога жди карьера, вот белая. Это? Внизу, в самом низу. Ой. Роз тягла, чего хочешь? Ландыш, да? Ну, это роза. Белая роза. Девочки, у них запах просто. Просто что-то. Девочки, ну, в общем, работа кипит. Ой, запыхалась. Работы у меня еще много. Смотрите, какие красивые расцветки пришли. Полуторки, евро размеры. Вот. Вот такие вот. Они не одинаковые, смотрите. Здесь один рисунок, а здесь другой. И эти разные. Армани. Здесь вот такая расцветка, здесь просто вот сердечки. Шикарная постель, девочки. Вот смотрите. Версачи светлый, Версачи вот такой. Здесь, напоминаю вам, идет Шанель. Они вот тут, вот, смотрите, девчонки. Вот эти вот евро. Фиолетовые, синий евро. Вот такой евро, вот такой. Вот евро. Вот евро, вот евро. Вот это вот евро. Вы же уже видели, я распаковываю. Это все идет семейки. То есть... Вот такая, вот такой вот есть, например, с ландышами или что это, фиолетовое. Тут есть семейка, тут есть евро и тут есть полторашка. Именно эта расцветка. Вот эти
видите? Вот такая вот фиолетовая есть семейка. И есть вот евро. То есть некоторые хотят сочетать, понимаете? Вот такая вот есть семейка, вот она фиолетовая. Вот такая вот она и есть. А на зеленое евро. Ну, в смысле, можно придумывать все такое. В общем, все, девочки. Обзор сделаем. Ну и сейчас понятно, да, какие цвета. Вы видели, я открываю, это одеяло стеганое. Запомните, девочки, это именно с фабрики я привожу. Это не какие-то там подделки. Это все я уже работаю напрямую с фабриками. Я постелила под низ линолеум, сверху кордон с бабушкиной мебели. Поэтому чисто у нас еще работы много. Все это надо заносить. Расцветки шикарные просто. Просто шикарные расцветки, девочки. Заказывайте, пожалуйста. И все будем отправлять, пока мы работаем. Еще работаем много. Людочки, всем привет. Людочки, всем привет. ОМС, девочки, совершенно разные ОМС. Они все по цвету. Можно мантоварку, кастрюлю, как сказать, подобрать под цвет. Смотрите, какие у меня идут цены. Мантоварка, набор 8500, набор кастрюли ОМС 8500, а сами мантоварки по 6000. Ну и 2 чайника, чтобы были литровый и 3-литровый чайник. Ленарди вот тоже такие вот красивые. Смотрите, какую посуду привезла на продажу. Такая вот фруктница красивая. Все по цвету можно, девочки. Все буквально вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Ой, как это красиво. Как это на столе на красивом смотрится. Это что-то. Это что-то, девочки. Все очень красиво. Еще вот такие эти ОМС чашки. И Эврен. Эврен, запомни. Вот, например, ОМС, они не подходят для индукции. Девочки, многие спрашивают. Для индукции не подходит. А если это Эврен, вот, то он идет для тех, если печки индукция. То есть понятно, да? Кому надо, чтобы подходило для индукции, то вам нужно Эврензик. Вот эти чашки вот цветные, они все по размерам. 20 сантиметров, 22 и так далее. Это шикарные чашечки, девочки. Просто шикарные. Для салатов, на праздники. Вот так вот все комплектами. Это все продается. Но мне не вся посуда еще пришла. Едет посуда. Вот эти уберу. Калинарди еще есть тут. А, вот такие вот чашечки еще. Вот. А, это знаете что? Это горка. 3 яруса она собирается. Это горка. Очень красиво. Это у меня поедет аж на Урал. Это посылка. А тут что? А, тут такие вот кружечки. Тоже заказ. Ну, в общем, девчонки, товара много. Пишите, заказывайте. Скидки. Кастрюли эти по 9000. Они везде. У меня сейчас идет скидка. Кастрюли не 9000, а 8800 ОМС. Вот. Ну, поэтому как-то так. Еще нам везут посуду. В общем, эту комнату полностью забьем в Турции. Да, Софиш? Как обувь стоит, смотрите у меня. Бабушке комнате линолеум как пригодился. Так, сверху сейчас еще кордонкой застелим. Будет вообще классно, да, Софиш? Все, пойдем. Опа. Девочки, пришел огромный товар. Мы все сейчас сносим в дом. На все эти комплекты теперь вообще будет идти огромная скидка. Новые пришли расцветки и комплекты новые. На все. Сейчас мы переносим товар весь в старый дом. В новый дом, то есть старый. На все эти комплекты будет теперь огромная скидка. Сейчас все носим туда, в новый дом. У меня
Я на Германию отправила сегодня девочке целую газель. Ну, там женщина, видимо, на продажу берет. Это пока сюда, да. Ну, киса, и последний отчет по вашей посылке. Это полотенце. Конечно, получив эти полотенца, я была немножко шокирована. Шокирована в каком плане? Это не махровое полотенце, впитываемость никакая. Я потратила зря деньги. Вы мне сказали, я вам гарантирую, я вас уверяю, качество супер. Первым делом, что я сделала, я помыла руки и вытерла. Полотенца были только с упаковки. Киса, я просто... У меня нет теперь вообще сомнений ни в одном вашем слове. Это супер полотенце. Вы знаете, что я баню у вас заказывала 2 комплекта. Баня — это вот это полотенце. Вот это большое полотенце, баня. Я заказывала 2 комплекта. Заказывала приятельнице. Приятельница мне сказала, это не махра, брать не буду. Я просто ее попросила зайти в ванную комнату и помыть руки и вытереть руки этим полотенцем. Ну, результат был тот, что она забрала их и сказала, это супер, это просто супер. По впитываемости влаги я никогда больше не буду пользоваться полотенцами, вот, которые привычные махровые. Только вот эти полотенца. Тоже хочу сказать вам отдельное спасибо, огромное спасибо. Просто качество супер, тоже постиранное, нигде никакой ни ниточки, ничего абсолютно нет. Отсвечивает такое вот впечатление, что оно полинявшее, не знаю, как цвет поймать. Вот так вот, что ли, вот как-то вот так вот, вот оно ловится цвет. Но это просто супер. Огромное вам спасибо. Вы знаете, у меня сын военнослужащий. И когда я отправляла вам денежку, ну, был у нас разговор, говорю, вот так и так, в Чечню. Он говорит, мам, даже не сомневайся на долю секунды. Служат ребята разные национальности, разные. И он мне сказал, чеченцы, дагестанцы, это люди совести, дела и чести. Чеченцы в особенности, это, говорит, такие ребята, это такой народ. Он у меня уже сколько времени в армии, и он говорит, что честней, добрей, отзывчивей я, говорит, еще ребят не встречала.